Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Сәлеметсіздер. Отырыңыздар. Доброе утро. Қазақстанда кәсіпкерлікті дамыту мәселелері жөніндегі өзекті мәселелер жөнінде бүгін әңгімелесетін боламыз сіздермен. Тәуелсіздігіміздің бірінші күнінен бастап 20 жылдың ішінде Қазақстанның іс адамдарын өркендету, бизнесті өркендету, көбейту, бизнесмендердің шығаратын өнімі жалпы экономиканың ауқымында көбейе беруіне біз мемлекет ретінде, мен президент ретінде күнде қолдап атсалысып келе жатырмыз. Көп шаруалар жасалды. Көп жылдан бері мемлекеттің сіздерге деген жасаған істің барлық қыруар көп. Шағын орта бизнестің сандары 35 еседен асып, қазір 2.700.000 адам 675.000 субъект шағын орта бизнестің жұмыс істейді. Бұл біз үшін табыс. Қазіргі уақытта Қазақстандағы салық жүктемесі өзге елдермен салыстырғанда инвесторларды тарту жөнінен ең оңтайлы болып табылады. Соңғы жылдары бизнесмендердің сұрауыменен біз әкімшілік кедергілерді азайту жөнінде көп жұмыс жасадық. Озық әлемдік тәжірибенің негізінде 7 жылы лицензиялау туралы әдейі заң қабылданды. Ақыр соңында 9 жылы бір заңға тексерулер жүргізудің бірыңғай тәртібі бір жерге алып келдік. 11 жылда тіркелген жоспарлы тексеру саны 25% азайды. Рұқсат беру ресімдері 30% қысқарды. Сондай-ақ 15 жұмыс күні ішінде лицензия берудің бірыңғай мерзімі белгіленді. Солай ғой? Бүгінде өкімет рәсімдері тағы да 30%-ға қосымша қысқарту жөнінде жұмысты аяқтап қалды. Ол қазір парламентте жатыр. Бұл заң арқылы шағын кәсіпкерлікті тіркелген кезден бастап 3 жыл жоспарлы тексерулер болмайтын болады. Біздің заң шығарушылар оны биылғы сессия аяқталғанға дейін қабылдайды деп сенеміз. Қазақстанның бүкіл әлемдік банктың Doing Business рейтингінен орын алуы істеп атқан еліміздегі жұмыстардың барлығының табысты екенінің дәлелі болып саналады. Сондықтан барлығын реттеліп қойды деп айтуға болмайды, дегенменен сіздер үшін көп жұмыс жасалды. Ылғи анау керек, мынау керек қыңқылдағаннан басқа қазір жұмыс істейтін кез келді. Мемлекетке көмектесетін кез келді. Я хочу сказать о том, что все годы независимости, каждодневно, можно сказать, постоянно я слежу, правительство следит за тем, чтобы создать все условия нормального развития бизнеса. В условиях рыночной экономики без этого нельзя. Я ставлю задачу к 2020 году, может быть, довести до приблизительно, мы 40% говорим, да, экономики производилось за счет малого и среднего бизнеса. Нужно больше, если смотреть на другие страны. Вот для того, чтобы это было, мы создаем все условия для вас. Доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП в прошлом году выросла с 17 до 21%. Почему такая доля? С одной стороны, конечно, добывающие отрасли, крупная промышленность, все до объема растет, и бизнес не догоняет, с одной стороны. С другой стороны, активности, как хотелось бы, со стороны бизнеса тоже нет. Хотя на всех перекрестках мы создаем вам все условия, какие только возможны. В прошлом году количество активных субъектов увеличилось на 24%, составило 840 тысяч единиц. Более 30% экономически активного населения, или 2,7 миллиона наших граждан, заняты именно малым и средним бизнесом. В рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан улучшил свои позиции, перейдя с 64 места в 2008 году на 47 место в 2011 году. Это успех. То есть мы опередили все страны БРИК. По оценке Всемирного банка Казахстан вошел в число лидирующих стран по таким индикаторам, как рейтинга, как открытие бизнеса, регистрация собственности, защита инвесторов, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов, ликвидация предприятий и так далее. Правительство сфокусировалось на 3 важных направлениях, позволивших уже сегодня
малому и среднему бизнесу выйти на качественно новый уровень развития. Первое. Снижение административных барьеров. В прошлом году, как я уже говорил, на 34% сокращено количество разрешительных документов. До конца текущего года парламентом будет принят законопроект сокращения еще на треть лицензий и разрешений. Законопроект этот предусматривает введение запрета на проведение плановых проектов субъектов малого предпринимательства в течение 3 лет с момента регистрации, уведомительный порядок вместе выдачи разрешения, оптимизация контроля надзорной деятельности государственных органов. В соответствии с моим посланием народу, правительство утвердило концепцию дальнейшего реформирования разрешительной системы на новых принципах. Далее это называется концепция. Основная идея – внедрение интегрированной разрешительной системы, которая предусматривает классификацию разрешительных документов, их категоризацию по степени опасности. В рамках ее реализации в 2013 году будет принят единый закон о разрешениях и уведомлениях с закреплением в нем исчерпывающего перечень всех разрешений, чтобы не бегать по всяким законам, где мы расписали. В одном месте вы это будете знать. Второе. Совершенствование налогового таможенного администрирования. Для поддержки развития малого и среднего бизнеса на протяжении последних лет значительно снижена налоговая нагрузка. Она и раньше была невелика. По оценке Всемирного банка, Казахстан в 2011 году занимает 11 место по количеству налоговых платежей, 17 место по легкости уплаты налогов в мире. В текущем году дополнительно разработаны меры по сокращению на 30% норм налоговой отчетности, что позволяет снизить время и затраты бизнеса на предоставление отчетности. Прорабатываются вопросы по совершенствованию порядка досудебного обжалования налоговых споров через создание апелляционных комиссий, а также изучается международный опыт создания специализированных налоговых судов. Ну, это спорно. Надо ли нам создавать такие суды, хотя судебные органы этот вопрос ставят. Предусматривается введение упрощенного порядка ликвидации для отдельных категорий налогоплательщиков, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС. Это позволяет сократить количество внеплановых налоговых проверок на 75%. Создание таможенного союза для предпринимателей открыло дополнительный рынок и возможности для бизнеса по освобождению значительных оборотных средств для вас в торговле с Россией и Беларусью. Правительством продолжается работа по совершенствованию таможенного законодательства, прежде всего в части устранения барьеров всяких. Третье. Расширение финансовых инструментов поддержки бизнеса. По моему поручению правительство в 2010 году реализует с 2010 года программу «Дорожная карта бизнеса 2020». Вы это хорошо знаете. Бывая в регионах на местах, я обязательно проверяю, спрашиваю, как эта программа работает. Наконец поняли, за эту программу ухватились. В рамках программы одобрено субсидирование ставки по кредитам банков 1513 проектов на сумму почти полтриллиона, 500 миллиардов тенге. Прогарантировано 38 проектов на сумму 11 миллиардов тенге. Инженерная структура подведена для 270 предприятий. В результате сохранилось 132 тысячи дополнительных и создано 35 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день по этой программе обучено 16 тысяч начинающих предпринимателей. Бизнесу предоставлено 14 тысяч сервисных услуг. 300 руководителей малого и среднего бизнеса обучились в Международном университете, и по проекту «Деловые связи» обучились 500 человек, и 38 прошли стажировку в других государствах, в частности в Германии. Во исполнение моего поручения, данного в послании, для начинающих предпринимателей, реализующих новые бизнес-идеи, которые отличаются новизной, инновационностью, предусматривается предоставление грантов стоимостью от 1,5 до 3 миллионов тенге. В целях расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам с 2012 года в программу введена новая система гарантирования кредитов, включающая индивидуальные гарантии для действующих предпринимателей в размере
50% от суммы от 60 до 750 миллионов. Экспресс-гарантии для действующих предпринимателей в размере 50% от суммы по кредитам до 60 миллионов. Экспресс-гарантии для начинающих предпринимателей до 70%. Кроме того, дополнениями в программу предусмотрено субсидирование лизинговых сделок. То есть все это мы делаем в развитии, выполнении предпринимателями как составной части государственной программы инновационно-индустриального развития нашей страны. Теперь, вы знаете, что недавно принята программа в моногородах, там вообще даны исключительные преференции и льготы. Программа развития моногородов, туда вошли, если мне память не изменяет, 27 городов в общей сложности, по критериям тоже. Если 20% населения этого города занято на этом предприятии, мы считаем, что это моногород, которому надо помогать. Здесь предусмотрено снятие отраслевых ограничений, увеличение размеров субсидирования процентных ставок по кредитам до 10%, что дает предпринимателю возможность получить кредит по 4% ставки. Где такое есть, скажите мне? В рамках данной программы с целью развития малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний, по моему поручению, реализуется так называемая партнерская программа. Уже с мая 2012 года подписаны соглашения о налаживании сотрудничества с такими компаниями, как Казмунайгаз, Казахмыс, Казцинк, Казахстан, Тенгизшевройл. Ежегодно мы всем крупным компаниям говорим о казахстанском содержании, вообще это не рыночный, между прочим, термин, чтобы вам дать работу. Все строящиеся новые предприятия по индустриальной программе вокруг себя должны создавать бизнес, об этом тоже мы говорим. Я подробно в начале нашей беседы остановился на этих моментах, чтобы еще раз показать вам и всему Казахстану, что еще надо делать. Вам хватит хныкать, и надо начинать работать. И давать отдачу государству за такую помощь, какой вам оказывается. Давайте сегодня я послушаю, что еще надо сделать, скажите. Что мешает работать? Почему широко не развивается бизнес повсюду? Даже если заняты 5 человек, 10 человек, 20 человек, таких должно быть не 500 тысяч, не 600 тысяч, миллионы таких предприятий должно быть по Казахстану. И все крупные компании должны понять, что они, прежде всего вокруг себя, должны создать бизнес, который обслуживает тот бизнес, которым они занимаются. Вот результаты всего того, что я занимаюсь все эти годы, чтобы вам помочь. Теперь я хочу слово предоставить председателю правления Национальной экономической палаты Союза Атамекен Мырзахметову Аблаю. Этот союз мы создали, включили сюда всех, чтобы у нас был мощный партнер правительства со стороны бизнеса. Пожалуйста. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, отандық кәсіпкерлер дағдарыстан шығып еңсесін көтеріп келеді. Үкімет өзіңіздің тікелей тапсырмаңызбен кәсіпкерлікті қолдау әрі дамыту бағдарламаларын іске асырып отыр. Әсіресе айта кетсек, бизнестің жол картасы шағын және орта бизнеске нақты шаралармен көмек көрсетуде. Айта кетсек, несие проценттерінің 7%-ын субсидияландыру, несиеге кепілдік беру, салықтан 3 жылға жеңілдік беру, оқыту және консалтинг құралдары арқылы көмек көрсету. Осындай аумақты көмекпен қатар, үкімет әкімшілік кедергілерді азайту жұмысында жүйелі түрде қолға алып отыр. Жоғарғы мәртебелі елбасы. Қазіргі отандық кәсіпкерлердің деңгейі өзіміздің егеменді еліміздің нарықтық экономикасын дамыту, сол экономиканың тұғыры болып келетін шағын және орта бизнесті пәрменді қолдау саясатымыздың нәтижесі деп білеміз. Осы саясаттың соңғы 20 жылдың ішінде кәсіпкерлерге арқау болып келді. Әсіресе дағдарыс жылдары отандық бизнес өзіміздің қамқорлығымызды аса сезінді. Атамекен шағырына жиналған Біріккен кәсіпкерлер одағының атынан, жалпы қазақстандық кәсіпкерлердің атынан өзіңізге алғысымды білдіруді рұқсат етіңіз. Уважаемый Нурсултан Абишевич, Союз Атамекен, образованный в 2005 году по вашей инициативе, сегодня, объединив более 130 региональных отраслевых ассоциаций, стал самым крупным объединением предпринимателей.
Ежегодно мы проводим обязательную экспертизу более 1500 нормативно-правовых актов, более половины из них мы подвергаются нашим замечаниям и дополнениям. Сегодня бизнес, поддерживая ваши инициативы интеграционные по созданию единого экономического пространства, понимает, что конкуренция усилилась, но открылись новые возможности, открылись новые рынки сбыта, и нам нужно работать над улучшением своей конкурентоспособности. И здесь нужна слаженная работа правительства и бизнес-сообщества, и такая работа ведется. Буквально неделю назад в Санкт-Петербурге во время бизнес-форума мы подписали соглашение с Единой Евразийской комиссией, и теперь все нормативные акты этой комиссии будут проходить согласование бизнес-сообществом. Также мы договорились с правительством ежеквартально в рамках комиссии 3 вице-премьеров, чтобы мнение бизнеса учитывалось и более настойчиво, последовательно отстаивать наши интересы национального бизнеса, договорились такую работу согласованно проводить. Понимая, что нужно повышать конкурентоспособность, Атамекен в феврале этого года провел свой съезд и определил 8 важных направлений для улучшения нашей конкурентоспособности. Я хотел бы остановиться вкратце по той работе, которую проводим с государственными органами, по самым основным важным направлениям. Первое. Налоговые ставки, как вы уже сказали, одни из привлекательных на постсоветском пространстве. Это признают и наши коллеги в едином экономическом пространстве. Считаем важным на данном этапе совершенствовать налоговое администрирование. Наши эксперты подготовили более 100 поправок в налоговые и административные кодексы. Они обсуждены с государственными органами, и осенью мы намерены их внести в Мажилис. Министерство финансов поддержало нашу позицию о выделении апелляций, функции апелляции по налоговым спорам в независимый государственный орган. Сейчас этот цикл замкнут внутри налогового комитета, и, к сожалению, судам не всегда тяжело под таким давлением принимать более объективные решения. Сейчас обсуждается... Это что такое? Внесудебное? Да, внесудебное. Это медиация, Нурсултан Абишевич. Ну, внесудебное мы говорим, если до суда будут разрешаться эти все споры мирным путем. Это будет самое то, что надо. Да, правильно, Нурсултан Абишевич. 70-80%, как показывает опыт Нидерландов и Швеции, решается уже на уровне несудебного. Главное, чтобы была объективность, чтобы не только налоговый комитет вышестоящий рассматривал претензии к нижестоящим, а был независим. Сейчас мы обсуждаем передать эту функцию либо Министерству экономики, который уполномочен за развитие предпринимательства, либо Координационный совет между Минюстом, Минфином и Министерством экономики. И уверен, что такой подход позволит судам более объективно. То есть у суда будет решение налогового комитета и апелляционной инстанции. Можно объективно смотреть принятие решений. Также считаем важным внесение, я хотел несколько важных аспектов остановить, внесение в налоговый кодекс по администрированию. Если есть первое мелкое нарушение, которое не несет прямого убытка ущербу, можно ограничиться предупреждением. Это очень важно для малого и особенно индивидуальных предпринимателей, которые не имеют в своем штате квалифицированных бухгалтеров. По блокировке расчетных счетов. Мы считаем, что блокировка расчетных счетов должна быть соразмерна сумме претензий. Сегодня на деле налоговый орган останавливает весь счет, что не позволяет предпринимателю рассчитываться с другими кредиторами и поставщиками. И в некоторых случаях, конечно, это может вести и к банкротству малых предприятий. Также важным считаем регламентировать сроки налоговых проверок. Сейчас налоговые органы на свое усмотрение, приостанавливая или возобновляя проверки, могут продлевать срок налоговых проверок до 2 лет. Мы четко прописали, что это максимально может быть 8 месяцев, и четкие должны быть основания. Также мы считаем, что можно сократить в 2 раза количество оснований для внеплановых проверок. Сегодня в налоговом кодексе 27 таких оснований, мы предложили сократить до 15. Также важным считаем укрепить институт налоговых консультантов. Этот институт позволил бы поднять налоговую культуру малого бизнеса. Его делают в форме государственно-частного партнерства. В принципе, такая работа сейчас наша. По всем этим позициям, у нас есть согласованная позиция с государственными органами, но просили вас поддержать один принципиальный момент, который остался за пределами наших согласований. Налоговый кодекс пишут государственные органы, конечно, в него закрадываются некоторые сомнения, коллизии, противоречия. Такие факты имеются, и мы хотели бы, чтобы была презумпция невиновности. В случае, если такие сомнения, коллизии, неясности есть, чтобы они трактовались в пользу налогоплательщиков. Что касается таможенных администрирования. А что, презумпция невиновности у нас отменена, что ли? Или почему такой вопрос возникает? В налоговом кодексе мы предлагаем прописать, в России и Беларуси это сделано, у нас четко этот момент не прописан. Мы это обсуждали с налоговым комитетом и просим поддержать, чтобы этот принцип... Это общий закон, порядок, не в каждом законе прописывается. Причем тут в каждом законе презумпция на общее понимание. Кто мне разъяснит? Дальше. Но, как вы сказали,
практически по всем вопросам мы сейчас нашли те решения, которые необходимо будет принять для того, чтобы все эти проблемы выясняли. Часть из них упомянули в своем выступлении. Что касается презумпции невиновности, безусловно, она существует, она реализуется. Я думаю, что досудебные апелляции, разработка или становление, создание института возможности досудебной апелляции, это будет как раз тем институтом, который позволит решать вопросы до суда, и уже если что-то останется нерешенным, будет рассматриваться судами. По таможенным администрированию. Ну что ведь сейчас по вашему поручению новое руководство таможенного комитета и правительство активно наводит порядок в таможенной сфере. И у нас сейчас беспрецедентное отношение. Экспертная группа заседает еженедельно, наших экспертов вместе с таможней. И ежемесячно проводится консультативный совет с руководством уже председателя самого таможенного комитета, с бизнесменами. Уже 2 встречи такие проведены. Здесь мы предлагаем законодательно закрепить 5 документов максимальных, которые нужны для осуществления экспортно-импортных операций. Сейчас на деле их количество может доходить до 40, и нормы таможенного кодекса, к сожалению, позволяет на усмотрение таможенник количество этих документов требуемых увеличивать до 40. И очень важно, конечно, завершить процесс автоматизации. Здесь работа ведется. Мы ожидаем, что в 2013 году полная автоматизация этих процессов произойдет. Один из важных вопросов – это административные барьеры. Вы уже об этом сказали в своем выступлении. Дважды по вашему поручению с 2008 года работа проделана правительством, бизнес-облегчение почувствовал. Буквально вторник мы по вашему поручению, тесно проработав Министерством экономики, одобрили концепцию единого закона. О всех преимуществах вы уже в своем выступлении сказали. Это исчерпывающий перечень, то, что выгодно для предпринимателей, чтобы чиновники не могли его расширять. Это и категорийность, и классификация. Единственное, мы хотели попросить, потому что, Анна, вот вы в послании говорили, дважды поручали по 30% сократить, а все равно больше 1000 оказалось этих разрешителей. Потому что, с одной стороны, сокращая, с другой стороны, не прекращается процесс создания новых. Поэтому, если мы сейчас будем выходить в единый закон, было бы правильно ввести мораторий на создание новых, и потом законом исчерпывающий перечень установить, и на этом закрыть эту тему реформы разрешительных процедур. Система госзакупок. Мы посмотрели только те госзакупки, которые относятся к национальным компаниям и бюджету. Это 5 триллионов тенге, более 30 миллиардов долларов в год. Это огромный рынок спроса для развития малого и среднего бизнеса. Здесь Атамекен видит свою роль в том, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса закупок. Мы тоже считаем, что здесь надо отделить функцию апелляции внесудебной от самого администратора, организатора закупок. Тогда у предпринимателя появится доверие, куда обращаться, потому что те жалобы, которые мы смотрим, каждый раз приводят к тому, что внутри дочерней компании можно жаловаться вышестоящую, и понятно, что там этот процесс замкнут, и там прозрачность мы не всегда можем увидеть. Второе, мы приступили к созданию центра мониторинга цен, то есть независимый будет мониторинг цен у Атамекена, в котором будут все площадки всех закупок. Сегодня у нас 4 площадки. Вот по госзакупкам, сколько ты сказал, 30 миллиардов? И что там сейчас надо делать? Мы же все делаем для прозрачности. Сейчас через электронные. Сейчас 4 оператора просто. Есть Самрук, по своим правилам ведет, есть бюджетные, недропользователи в Горнорудном министерстве индустрии вводят, и Миннефтегаз проводит по нефтегазу. Мы предлагаем, чтобы удобно было предпринимателя объединить в этот единый портал. В нем можно будет увидеть таможенные цены, сколько заводится альтернативных с Украины, с России, Китая. То есть можно сопоставлять цены. Это будет зеркало, в котором будет видно, по каким ценам и как покупается. Там же можно получать консультации предпринимателям, там же можно и обмениваться опытом, кто с чем столкнулся, какими проблемами в ходе этого. И такой центр мониторинга, мы договорились с Министерством индустрии, они эту базу нам передадут, и в руках независимого органа Атамекен это был бы сильным инструментом как для предпринимателей, так и для контролирующих органов. Это будет полностью электронная площадка, и она позволит выявить такую ясную картину. И система длинных контрактов. В прошлом году уже руководством фонда «Самрук-Казна» эта работа была начата. В мае мы провели «Самрук-Казна» общественный совет и договорились сейчас до 3 лет, в перспективе до 5 лет, чтобы длинный контракт создавать производство, то есть позволяет предпринимателю планировать свои затраты, свои производственные планы. Мы сейчас переходим к системе длинных контрактов. Ну, Ставич, вы в своем выступлении сказали, и я подчеркнул, и предприниматели очень благодарны тем условиям, той политике развития делового климата, которую вы проводите. И спросили, что нужно еще сделать нам. Конечно, это требует и от нас усилий.
по вашей рекомендации мы консолидацию в Атамекене провели. Я сказал, это самое крупное объединение сегодня, и торгово-промышленная палата, и форум предпринимателей, все входят в Атамекен. У нас представительный президиум, в котором представлены и регионы, и ассоциации, и депутаты, которые вышли из бизнеса. То есть есть такой коллективный, серьезный орган, где мы обсуждаем самые насущные вопросы. Но сегодня нет широкого охвата, нет вовлеченности на местах. Вы правильно сказали про моногорода, малые города. Там крайне важно для социального самочувствия, чтобы была активность малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем, вы уже несколько раз по итогам визитов в Германию, в Австрию всегда подчеркивали, чтобы мы посмотрели опыт, как там организована работа предпринимателей. Это континентальный модель Института обязательного членства. Мы считаем, что сегодня предпринимательство созрело для того, чтобы обсудить и внедрить у себя в Казахстане эту модель. И просим поддержать, потому что обязательное членство даст вовлеченность, особенно сельских, районных местностей. Появятся институты поддержки. В каждом районном центре мы можем создать сервисную поддержку, чтобы были налоговые консультации, бухгалтерская консультация, маркетинговая помощь, юридическая помощь малому и среднему бизнесу, особенно вот в моногородах и малых городах. Это крайне важно для развития бизнеса. Также такая система позволила бы решить вопрос профтехобразования. Вы уже на Ассамблее народов Казахстана сказали о дуальной системе. Это как раз немецкая модель, которая позволила потребности рынка и систему подготовки решить в рамках этой модели. Это тоже позволило нам решить. И, конечно, это позволило бы решить достаточность финансирования экспортной работы. Я уже сказал, 1500 нормативных актов. В день мы посчитали, 6 нормативных актов заходит в Атамекен. Штат у нас чуть больше 50 человек, 25 госорганов, от которых мы получаем. И нам нужно, конечно, усилять эту экспертную работу. И обязательно членство позволило достаточно, чтобы мы софинансированно решали бы эти вопросы. И последний, Нурсултан Абишевич, защита прав предпринимателей всегда была в поле зрения вашего. Вы всегда защищали бизнес, всегда обращали внимание, и мы тоже создали общественный совет по защите прав предпринимателей. Буквально за полгода мы его проводим ежемесячно. 3 заседания провели выездных в регионах, и такой институт очень сегодня востребован, особенно для малого бизнеса. И там мы обсуждаем вопросы проверок, вопросы местных тарифов, взаимоотношения с правоохранительными органами. И нам уже за полгода более 300 обращений поступило. У нас есть и онлайн, и есть колл-центр, и мы вот выездными совещаниями проводим. Здесь единственная у нас просьба, мы создали единый реестр всех проблем, обобщающих, с чем сталкивается предприниматель. Если поручили бы генеральному прокурору Республики Казахстан в квартал раз встречаться с членом общественного совета, там и Нуротан активно с нами участвует в этой работе, и депутаты, и представители общественности, средств массовой информации, местная общественность. Если бы ежемесячно встречать, чтобы у генерального прокурора была обратная связь, он мог видеть эти обращения, наш реестр, и дальше, взяв под свой контроль, мог бы уже дальше помогать предпринимателям в решении этих вопросов. И, конечно, у нас, вы отметили, Казахстан, правительство проводит по вашим поручениям большую работу по doing бизнесу. Мы лидеры среди стран СНГ в этом индексе. Безусловно, это хороший ориентир для иностранных инвесторов, для привлечения. Но считаем важно, можно было бы и внутренний индикатор, рейтинг иметь, деловой климат, если условно его назвать, который бы Атамекен вместе с ассоциациями, с филиалами оценивал бы работу как центральных органов и на местах акимов. По итогам мы могли бы готовить национальный доклад на ваше имя, и ежегодно, встречаясь в таком формате, был бы презентован доклад о состоянии бизнеса, по которому мы могли бы уже делать какие-то выводы и давать поручения. И тогда вот такой формат работы был бы очень... Такая форма есть и в Англии, называется «Белая книга бизнеса», и мы могли бы такую работу поставить. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, бүгінгідей өзіңізбен жүздесу кәсіпкерлер үшін мазмұнды да мағыналы, әсіресе нәтижелі әңгіме әрине біздің көңілімізден шығады. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, барлық жағдай жасалды 20 жылдың ішінде. Еліміз аяққа тұрды. Алда үлкен-үлкен бағдарлар тұр. Оның бәрін өзіңізге атқосшы болуға, тірек болуға, еліміздің экономикасын көтеруге, сол арқылы халқымыздың әлеуметтік жағдайын көтеруге кәсіпкерлер дайын деп сізді сендіремін. Сол жұмысқа біріктіруге Атамекен өзінің бар күшін салуға дайын. Рахмет назарыңызға. Вот то, что ты сказал, во-первых, сотрудничество с правительством, прокуратурой. Для этого Атамекен должен стать по-настоящему ответственной организацией, с которым можно работать вообще. Поэтому я абсолютно поддерживаю, чтобы обязательство членства было. Это есть во всех странах. Я постоянно интересовался. Впервые в Австрии мы видим, там есть палата, которая является сотрудником, сотрудничает, партнером правительства. По всем вопросам советуются, наоборот, даже оттуда черпают кадры или наоборот идут туда. Это солидные, ответственные дела.
Мы можем регулирующие функции передавать Атамекен, но должны мы знать, что там ответственный народ существует. Поэтому обязательное членство, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, эти бизнесмены должны знать, для чего они становятся членами, чем Атамекен их будет поддерживать со всех сторон. Это раз. А вот для обязательного членства, наверное, взносы нужны. Боятся взносов, что ли? Мне сказали, там 3-5 тысяч тенге за квартал или за сколько? Да, ЕНМРП предлагалось внедрить. Не такое большие деньги вы предлагаете за вычет, налоговый вычет. Какой налоговый вычет? В чем проблема? Кто-нибудь скажет, может быть? Почему? Нам не надо для Казахстана 16 миллионов населения 15 ассоциаций бизнесменов. С кем работать? Там дальше есть вопрос, давайте нам одного куратора, кому ходить. Так вас 100, если будет, что куратор будет делать с вами? Если будет одна организация, вы сами должны объединиться, тогда с этой организацией правительство, я, все мы будем работать на равных, как партнеры. Понятно? Следующее слово предоставлю члену Президиума Национальной экономической палаты Союза Атамекен, председателю управления акционерного общества «Народный банк» Шаяхметову Умет Балакатовну. Вот как раз по обязательному членству, да? Вы скажете. Құрметті қауым, глубоко уважаемый президент Нурсултан Абишевич, уважаемые участники сегодняшнего совещания, разрешите сначала поблагодарить, что предоставили сегодня мне возможность выступить с этой трибуны. В первую очередь я хотела бы сказать большое спасибо за оказанную во время кризиса поддержку финансового сектора. Как вы знаете, мы отработали хорошо антикризисные программы, начиная с 2009 года, и буквально в ежедневном режиме отрабатывали с правительством. Сегодня успешно реализуется программа «Дорожная карта бизнеса-2020». В результате быстрых и эффективных предпринятых мер правительством удалось стабилизировать ситуацию в финансовом секторе. Сегодня банки уже устойчиво и возвращают государственные средства. Но в то же время, пока еще в некоторых отраслях сохраняются тяжелые ситуации, и есть моменты и проблемы, на которых я сегодня хотела бы остановиться. Банки кредитуют все отрасли экономики, и мы ежедневно видим проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты. Я хотела бы сегодня задеть только два направления – это малый и средний бизнес и агропромышленный комплекс. Предприятия малого и среднего бизнеса сильно пострадали от финансового кризиса. Спрос на продукцию этих предприятий упал во время кризисных лет и сейчас восстанавливается медленными темпами. Слабый рост продаж усугубляется усилением конкуренции со стороны иностранных компаний. В таких условиях высокая долговая нагрузка многих предприятий является существенным тормозом развития. И восстановление сектора малого и среднего бизнеса невозможно без замены текущих долгов на дешевое, долгое финансирование. Во-вторых, создание нового бизнеса сегодня ограничено отсутствием у предпринимателей необходимого стартового капитала. Как правило, финансирование стартовых проектов связано с большими рисками, и банки предпочитают кредитование новых проектов с обязательным условием наличия текущего бизнеса. Это также ограничивает развитие новых проектов и диверсификацию экономики. В-третьих, деятельность малого и среднего бизнеса недостаточно прозрачна для банков второго уровня ввиду сохранения большого объема наличных расчетов в секторе, отсутствие возможности полноценного учета и отсутствие полной статистической информации по всему сектору. Это тоже мешает развитию хороших проектов. Банки не финансируют предприятия, если мы не понимаем экономику, если мы не видим прозрачную финансовую отчетность и все потоки компаний. Понимая эти проблемы, я как банкир хочу предложить некоторые пути, которые должны помочь восстановлению сектора малого и среднего бизнеса и повышению его конкурентоспособности в рамках единого экономического пространства. Первое. В настоящее время многие банки второго уровня располагают избыточной, но краткосрочной ликвидностью. По понятным причинам она, к сожалению, не может быть использована для долгосрочного кредитования наших клиентов. Поэтому в дополнение к субсидированию в рамках программы «Дорожная карта 2020» необходимо найти возможность выделения долгосрочных средств для финансирования через банки второго уровня предприятий малого и среднего бизнеса по минимальным ставкам. Например, при размещении государственных средств при ставке 1-2% в банках мы могли бы выдавать деньги под 5-6%. Можно ограничить маржу банков 4%. Такой механизм, с одной стороны, может помочь предприятиям восстановиться и развивать новые проекты. С другой стороны, обеспечит возвратность. А сейчас как мы выдаем вот, по дорожной карте?
Как сейчас? По Какая дорожной схема? карте у нас идет субсидирование по разным направлениям. Да. Есть от 50%, как уже сегодня обозначили, вот максимальная ставка до 10%. До С точки 10. зрения финансирования, те деньги, которые мы получаем через фонд ДОМУ для малого и среднего бизнеса, где-то средняя ставка идет в районе 8%. То есть это, если банки еще накидывают маржу, то конечная ставка для предпринимателя составляет от 12 до 14%, что, конечно же, достаточно сегодня дорогостоящие средства. Даже при дорожной карте 14? Через фонд ДОМУ. А через фонд ТАМУ? Да, по дорожной карте мы получаем субсидии. На самом деле программа очень успешная. Вы предлагаете для долгосрочного кредитования? Да. Какую схему? Мы предлагаем ставку, можно разместить, например, по 2%. Это те деньги сегодня, которые в нацфонде размещены, они среднегодовая ставка возвратности 1,7%. И банки, накидывая маржу 4%, конечная была бы в районе 5-6% для предпринимателя. Александр, здесь в чем вопрос? Постоянно вот ассоциация финансистов, вот Серик Ахмеджанович, банки предлагают, что повторить схему, как это было во время кризиса. Да. То есть взять деньги из национального фонда и разместить под низкий процент банков. Мы это делали во время кризиса, а в мирное время у нас нет такой ликвидности, чтобы мы могли банкам сдавать. По большому счету это вопрос к национальному фонду. Не просят деньги с национального фонда. Григорий Александрович, Марченко здесь есть? Что ответишь? Данный вопрос обсуждался в действительности, потому что сегодняшний день, скажем, ликвидность банка составляет где-то 1,5 триллиона, но если их разложить по срокам, то где-то 11% является более 5 лет этих сумм, которые находятся, остальные все краткосрочные. Для удлинения сроков то, что председатель Народного банка говорит, вот это, наверное, самый выход из этого положения. Ну и для начала можно было бы, наверное, использовать те средства. По конкретному вопросу отвечаем? Конкретно, То, что они просят. Ну, из национального фонда это решение, конечно, правительства в этом отношении, если принимать такое решение, в принципе, разложение. Можно такую схему разработать. Ну, препятствие в чем? Мы там держим за бугром или здесь их держим? Есть какое-то ограничение для этого? Специально это разработана, естественно, концепция использования управления национальным фондом. Тогда надо какие-то изменения вносить в это. Ладно, продолжай. Но для начала, я думаю, можно было бы даже использовать те средства, которые банки уже отработали и вернули в Национальный фонд саморукозна. То есть можно было бы, допустим, их заново, не выделяя новые средства, получить заново, Ну но да. уже под другие сроки и ставки. Понятно. Все брать, ничего не вернуть, это же понятно. Нет, вот именно гарантия возврата средств будет обеспечена путем транспарентного отбора банков, через который будет реализовываться программа, и последующего контроля со стороны палаты Атамекен. Надо посмотреть. И эти деньги, они возвратные. Вот, Давайте изучим этот вопрос по-серьезному. За и против. Если есть такая возможность и помочь таким способом, надо на это пойти. Карим Кажмуханович, с банком вместе обсуди, доложи мне потом. Так, дальше. Следующий механизм. В целях развития новых перспективных проектов считаю необходимым увеличение и расширение программы гарантирования со стороны ДОМУ для стартовых проектов. Программа сегодня отлично работает, мы тоже уже это указывали, но, наверное, если бы была возможность увеличить также лимиты и сроки, то я думаю, что был бы еще больший эффект. Для повышения прозрачности сектора малого и среднего бизнеса и экономики в целом предлагаю стимулировать полный переход предприятий на безналичный расчет путем предоставления налоговых льгот таким предприятиям. При этом бизнесу не нужно будет нести никаких расходов для того, чтобы создать эту инфраструктуру платежных терминалов. Банки второго уровня готовы взять все расходы по развитию платежных каналов на себя, что мы сегодня уже по факту и делаем. Это способствовало бы выводу денежных оборотов из зоны серой наловой экономики и повышению прозрачности бизнеса. Ну, например, за рубежом сегодня уже можем даже в такси рассчитаться карточкой, не говоря уже о ресторанах, о кафе, о магазинах и так далее. Для успешной реализации всех программ развития предприятий малого и среднего бизнеса требуется эффективная система оценки их результатов. И, к сожалению, сегодня у нас отсутствует практически применимая классификация субъектов малого и среднего бизнеса, что затрудняет также получение полной статистической информации. Поэтому также предлагаю рассмотреть возможность внедрения единых государственных регистров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
которые отражали бы детальную информацию о субъектах МСБ. Подобная практика сегодня уже используется в Российской Федерации. Касательно проблем сектора агропромышленного комплекса, я буду очень кратко и хотела бы только отметить следующие моменты. В целом, со стороны государства имеются различные программы по поддержке сельского хозяйства, которые мы видим очень эффективны и очень помогают нашим клиентам и заемщикам. Банки активно также финансируют эту отрасль. Однако наши деньги, как правило, короткие и по высоким ставкам. Сельскохозяйственные компании нуждаются в длинном, недорогом финансировании для модернизации своего производства. Поэтому считаю, что также необходимо рассмотреть возможность разработки механизмов как в рамках дорожной карты бизнеса 2020 и вот те же механизмы, которые сейчас я озвучила для поддержки малого и среднего бизнеса. Так как банки играют важную роль в реализации программ развития, я также хотела бы коротко сказать о некоторых проблемах банковской системы, которые заслуживают внимания с точки зрения повышения конкурентоспособности казахстанских банков. Во-первых, некоторые иностранные банки контролируются своими государствами и имеют поддержку материнского банка с рейтингами выше, чем сегодня у казахстанских банков, что дает им возможность доступа к дешевым долгосрочным деньгам. Это дает им конкурентное преимущество перед казахстанскими банками, что может привести к доминантному влиянию иностранных институтов на реальный сектор экономики Казахстана и неоправданному ухудшению состояния отечественных банков. Во-вторых, сегодня существуют различия в банковском регулировании. Требования Национального банка Казахстана к банкам более жесткие, чем требования Базеля или Центрального банка России. Это ухудшает конкурентоспособность отечественных банков, особенно с учетом вхождения в единое экономическое пространство и в ВТО. Мы считаем, что такую неравную конкуренцию необходимо исключить как можно скорее. Конечно, не нужно расслаблять требования отечественного регулятора, они у нас достаточно хорошо выстроены, прозрачные, но в то же время мы видим, что, допустим, по российскому законодательству есть более мягкие требования. Вот мы бы хотели, чтобы вот этот процесс гармонизации до вступления ЕЭ продолжался как можно скорее и исключить некоторые другие конкурентные преимущества со стороны иностранных банков. Конкуренция должна быть на равных условиях. Но у нас хороший очень диалог построен с Национальным банком, мы эти все проблемы обсуждаем на Совете финансовой стабильности, и мы ожидаем, что в ближайшее время эти моменты будут учтены и внесены изменения. Глубоко уважаемый Рустам Абишевич, для нас, банкиров, огромное значение имеют ваши стратегические установки по развитию банковской системы и повышению ее вклада в развитие реального сектора экономики Казахстана. Считаю, что у нас есть все возможности для использования переходного периода перед вступлением в единое экономическое пространство. Действительно, там сложилась непростая ситуация. Непростая ситуация сельхозников. Мы это знаем. Надо какие-то меры принимать. Ну, Станович, я, в принципе, согласен вот с представителями бизнеса. В сельском хозяйстве сейчас сложилась, на самом деле, такая ситуация, которая, ну, немного парадоксальная. Вот наши все зерновики, а у нас 80% валовой продукции приходится на зерно, они не вошли в программу дорожной карты. В итоге, ну, аргументируют тем, что есть льготные кредиты Казагро, которые дешевле, чем рынок, и есть у нас определенные были программы субсидирования процентной ставки. Но деньги Казагро, они ограничены. Всего лишь в год Казагро получает с бюджета на программы кредитования примерно около 10 миллиардов тенге. А потребности отрасли примерно 500 миллиона тенге. Поэтому это не покрывает, в итоге они достаются лишь только самым сильнейшим, потому что требования Казагро довольно высокие. И качество судного портфеля Казагро сейчас, если не хуже, то, по крайней мере, если не лучше, то, по крайней мере, не хуже, чем банков второго уровня. Ну и та ситуация, то, что до сих пор, до кризиса, многие сельхозтоваропроизводители, не дожидаясь кредитов Казагро, шли получать кредиты банков второго уровня и покупали активы, которые окупаются примерно 7-8 лет. Это комбайны, пассивные комплексы, большое такое оборудование. И до кризиса было все нормально, потому что это все закрывалось путем перекредитования. Но кризис наступил, банки сократили сроки погашения и резко подняли ставку по процентам. В итоге сейчас бизнес зажат и как бы живет выживанием. Не развитием, то есть вот эти программы развития, которые мы сегодня перед ним ставим, они не могут на них как бы обращать внимание, потому что сегодня заняты тем, чтобы погасить кредиты банка, потому что сроки резко сокращены, комбайн еще не окупил и не вернет эти деньги.
Поэтому мы считаем, что программу оздоровления по сельскому хозяйству надо. Мы просмотрели примерно объем кредитов, которые сейчас сомнительные и безнадежные, это примерно 250 миллиардов тенге. При этом программу оздоровления мы считаем сделать на рыночной основе. Никаких прощений долгов, никаких списаний. Это путем финансирования банков, то есть фондирования банков. И они сами на свое усмотрение, те, которые еще могут выжить, они должны их перекредитовать, реструктуризировать путем увеличения сроков кредитов и снижения процентной ставки. А те, которые уже перешли ту черту, мы должны их идти на банкротство, при этом подправить закон о банкротстве. Потому что сейчас, после первых торгов, может уйти земля в одни руки, комбайн в другие руки, а така в третьи руки. А это как один завод. Поэтому мы должны в любом случае это как один имущественный комплекс продавать, как бы не было это вопреки интересам банка. Но в то же время надо как бы интересы экономики общей смотреть. Вот такое наше предложение, поэтому мы здесь как бы поддерживаем предложение бизнеса. Да, непросто. Да, но на это требуются деньги, но они все возвратные, и все 36 банков, в принципе, могут участвовать в этой программе. Это надо обсудить, экспертно изучить это все, как оно будет работать, на какой период. Ладно. Ну, это все сейчас вошло в программу, как бы сейчас входит обсуждаемую программу развития агропромышленного комплекса до 2020 года. Сейчас создана рабочая группа во главе с Сериком Магомедовичем. И туда входят представители Министерства финансов, Министерства экономики. Мы каждую неделю обсуждаем. Программа по животноводству идет, как мы договорились? Там нормально, там все по плану идет. А эту новую стратегию зайдешь, доложишь, мы подробно обсудим. Хорошо. Хорошо. Есть еще вопросы? Аса құрметті елбасы, құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселе бойынша өз баяндамамда сөзге ұсынуға рұқсат етіңіздер. Уважаемый президент, коллеги, в последние годы в Казахстане сделано много важного и значимого для поддержки отечественного производства, особенно в период экономического кризиса. Это позволило стать нам значительно конкурентоспособнее. Нурсултан Абишевич, в самом начале кризиса вы сказали пророческие слова о том, что те компании, которые смогут выжить после кризиса, выйдут из него более сильными. Ваши слова действительно воодушевили и усилили уверенность нас, бизнесменов. Понятно, что выдержали не все, выжили не все. Но сегодня казахстанский бизнес уже умеет эффективно работать. Мы многому научились и продолжаем учиться дальше. Мы окрепли. Огромное спасибо вам за заботу и поддержку казахстанских предпринимателей. Очень хорошо, что у нас есть площадка для диалога, совместной работы государства и бизнеса. Особенно это важно в связи со вступлением в единое экономическое пространство и присоединением в ВТО. Что может качественно повысить уровень развития отечественного производства сегодня? В первую очередь, продолжить активно реализовывать на практике все разработанные программы и меры поддержки отечественного производителя, разработанные правительством по вашему поручению. В Министерстве индустрии и торговли разработаны эффективные инструменты поддержки отечественного производителя. И уже есть положительные примеры касательно фонда Самрук-Казана. Например, национальная компания «Казахстан-Тимир-Жолы» уже успешно реализованы масштабные строительные проекты, строительство современных машиностроительных заводов, объектов инфраструктуры. Реализация этих проектов на конкурсной основе была доверена казахстанским компаниям. И в результате у нас уже есть наработанный положительный опыт работы с мировыми лидерами машиностроения General Electric, Siemens, Talga. Освоены современные технологии, обучен персонал и, самое главное, был наработан опыт международного корпоративного управления. С таким опытом мы готовы активнее реализовывать и другие масштабные и уникальные проекты. Господин президент, просим оказать нам доверие и позволить реализацию таких проектов, в том числе значимых объектов в столице, которые сейчас в основном строятся иностранными компаниями. Потому что на сегодняшний день мы уже доросли. Действительно, в начале пути, конечно, нужно было учиться. Мы прошли огромную школу, прошли кризис, и сегодня уже готовы, профессионально готовы выполнять любые объекты, любой сложности. И вопрос не только в генподрядчиках. Например, когда иностранная компания ведет строительство, то, естественно, закупает уже практически все, практически включая шурупы, стекло и все остальное, закупает, конечно, уже. То есть можно иностранцев выгнать? Нет, нет, ни в коем случае.
Мы говорим, если мы же показали, что мы можем также работать. То есть можем мы уже строить Конечно, можем строить. Уже можем. на таком качественном уровне сложные объекты? Сложные объекты, вот если помните, вот полгода назад Тальга сдавали, да, мы практически Вот такой, как Астана-Арена, с новыми инженерными решениями можете вы делать? я Вот, думаю, вот мы такой сегодня... зал без опор вы можете сделать на 2000 квадратных метров? Ну, что Или там на лишь- 5000 человек можете сделать, как Дворец независимости? Дайте нам возможность себя реализовать, потому что если мы не будем пробовать, мы не сможем никогда научиться. Я думаю, что мы сможем, сегодня мы доросли до этого, мы сможем это делать. Давайте, хотя бы дайте возможность попробовать. Я буду очень рад. Во-первых, вы благодаря иностранным компаниям научились Да, совершенно. отделывать. Потому что Совершенно вы верно. узнали, где можно эти отделочные материалы, там же, где они покупают, и вы научились их так. Совершенно верно. Огромный опыт. Они не все являются семи пядей на лбу, привлекают инженерные компании со всего мира. Абсолютно верно. По тем вопросам. Этому вы научились. Да. А вот как кажется делать, давайте докажите. Будем рады. Зачем нам приглашать других, когда свои есть? Спасибо огромное. Спасибо огромное. Тебе вот сейчас поручили, знаешь где? Да. Вокруг Харки. Да покажи. Класс. Срок сдаем, да. Покажи. Чтобы это был новый центр Астаны. Сделай, Нурсултан Абишевич. Сегодня мы уже можем, потому что прошли уже все перипетии и уже на руку набили. Касательно дорожного строительства, по вашему поручению сегодня реализовывается масштабный проект «Западный Китай, Западная Европа». Действительно, десятки тысяч людей работают, но, к сожалению, на начальном этапе казахстанские компании не смогли в полной мере противостоять иностранным компаниям. Вот действительно, первый опыт был у нас на Астана-Боровое, и там вместе с иностранными компаниями мы вместе работали, строили, и действительно научились. И уже следующий этап был Западная Китай, Европа. К сожалению, на начальном этапе казахстанские не смогли конкурировать, и на сегодняшний день из 37 лотов только 8 лотов ведутся работы силами казахстанских компаний. Это всего лишь 25% от общего объема работ. На тот момент зарубежные компании были на более выгодных условиях, был больше опыт у них, кредитные средства длиннее, но в ходе реализации этого проекта казахстанские компании также показали свою конкурентоспособность. И в отличие от иностранных компаний, выполняют свои объемы работы в срок и порой с опережением сроков. Вот практически прошлый месяц мы закончили, первыми казахстанская компания закончила бетонирование работы и дала прямой ход. Хотя мы выиграли позже иностранных компаний. Мы смогли это сделать, действительно руку набили. Сейчас намечена реализация следующих крупных проектов дорожного строительства Казахстана. Огромная просьба сделать акцент именно на казахстанской компании. Отечественные компании уже готовы выполнять все объемы именно в дорожном строительстве, которые необходимы стране, мы уже готовы. Вот благодаря вам действительно мы начинали вот с мелких проектов, потом крупнее, а сейчас вместе со Штрабаком, вместе с международными компаниями мы уже вместе работаем, и для нас уже в принципе пройденный этап. За последние 5-6 лет огромная школа прошла, и если можно, поддержите нас и в этом, Нурсултан Абишевич. В мире автомобильные дороги строят, и качество их определяет независимая международная организация. Все нанимаются. Вот так, как мы строим, как попало до этого, уже не будет. Совершенно. Вы не прошли по конкурсу, потому что подбирал подрядчиков Всемирный банк, Совершенно верно. а не мы. Тут бы вы где-то подмазали, что-то сделали бы, там нет. Точно так же, как мне начали первые годы обращаться, можно ли поступить в Назарбаев университет? Я говорю, я не могу. Обратитесь к господину Кацу. Он японец, может, у них есть такое, по просьбе поступает. Точно так же везде должно быть. Качество должно быть независимая оценка качества. Поэтому, когда мы говорим о конкурентоспособности, как раз об этом и говорим. Выживать в конкуренции. Дальше еще хуже будет. С вступлением страны в ВТО, таможенный союз, мы границы открываем, придется вам конкурировать со всеми. Поэтому себя закаляйте и работников воспитывайте, учите. Мы будем готовы к этому. Это ко всем относится. Да. Сегодня действительно на вот этой дороге международной
Наши инженеры работают с международными инженерами по программе ФИДИК, по международным стандартам. Это огромная возможность, то, что вот благодаря вам мы смогли в нем участвовать. Огромная возможность с инженерами, англичанами, итальянцами, американцами, потому что технадзор там международный. И именно это хотел, почему я показываю, 8 наших лотов мы достойно выдержали это. Экзамен пройден. Спасибо. Во-вторых, отдельно хочется выделить нефтяной сектор, где доля казахстанского содержания еще более важна, потому что именно в этом секторе экономики связан основной объем инвестиций. За последние годы иностранными компаниями было инвестировано более 100 миллиардов долларов, в том числе в капитальное строительство и развитие нефтяных месторождений. Можно с уверенностью предположить, что доля казахстанского содержания производителя составила здесь небольшую часть. Действительно, и в этом секторе никакого опыта у казахстанской компании, можно сказать, не было, потому что действительно очень сложнейшие технологические моменты были. И в освоении вот в первые годы действительно никто из строительных компаний казахстанских не участвовал, по крайней мере, вот, которые входят в ассоциацию застройщиков, это и Базис, и остальные крупнейшие компании. Сейчас по программе развития нефтегазовой отрасли планируется освоение более 5 триллионов тенге, и очень важно, чтобы в освоении средств также приняли участие отечественные предприятия. Руслан Ильич, мы предлагаем определить для недропользователей, в том числе иностранных, следующие обязательные требования по отечественному содержанию. На товары не менее 30% от общего объема закупок с последующей организацией производства в Казахстане. На строительные работы не менее 50%, на услуги не менее 50% от общего объема закупок. Но опять же, мы не можем частные иностранные компании диктовать вот так вот делать. Опять же, они скажут, хорошо, давайте мы проведем конкурс, кто выиграет из наших компаний. Опять качество, опять конкуренция. Совершенно верно. Давайте мы будем Можно делать. попробовать. Вот будем пробовать, потому что мы работаем с международниками, и уже сейчас вот мы профессионально выросли. Мы же поработали с инженерами английскими, испанскими. Ну, в принципе, вот турецкий опыт строителей, да, вот действительно нагляден. Мы с огромным уважением относимся к нашим коллегам с Турции, но они сегодня строят по всему миру. И очень хорошо строят. Мы с ними дружим, мы с ними работаем. Есть ряд проектов, по которым мы также, вот, допустим, те же стадионы, которые работали, да, действительно, когда не хватало людей, тоже обращались к нам, мы действительно ставили своих людей. Это, я думаю, наглядный пример, вот, где можно... Хорошо. Также очень важный аспект в инвестпроектах – это комплексное участие отечественных производителей, начиная с процесса проектирования. Потому что, допустим, в инвестпроектах изначально не закладывается доля участия. Допустим, прописывается шурупы такие, строительные компании с такой лицензией и так далее, и так далее. Изначально нас в этих нигде нас нету. Ведь именно там закладывается техническое решение и фактическая доля наших предпринимателей. Участие в процессе проектирования даст возможность отечественным производителям спланировать и осуществлять свои собственные инвестиционные программы по производству новых товаров. К примеру, работа нашей компании там даже не предусмотрена. В связи с этим можно было применить опыт таких стран, как Норвегия и Бразилия, где недропользователи законодательно обязали производить внутри страны не менее 50% научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. То есть все институты, которые разрабатываются там, откроют филиалы. Здесь научат вот, практически за эти же деньги можно научить тех же наших инженеров. И база техническая действительно повысится в разы. И тогда большая часть местных производителей могла бы участвовать в освоении этих средств. Вот начиная даже с пошива спецодежды для нефтяников и так далее, и так далее. Это вот что казалось по промышленному строительству. По жилищному строительству. В-третьих, расширить программу по снижению процентных ставок через банки второго уровня для ипотечного кредитования. Сейчас частные банки, имея ликвидность, фактически не стимулируют экономику. В связи с чем мы внесли предложение по госпрограмме «Доступное жилье 2020». Она касается удешевления стоимости ипотеки. Да, программа «Доступное жилье» охватывает социально уязвимые слои населения, для которых будет строиться недорогое жилье эконом-класса. Это на самом деле здорово. Мы очень рады, что программа сейчас принята и начинает действовать. И мы всячески будем в этом участвовать. И это уже реализуется на практике. И, конечно, придет свои результаты. Здорово, объем производства увеличится и огромный пласт сдвинется. Но это касается только тех людей, которые действительно не имеют жилья, и действительно для них это первая покупка, первые небольшие квадратные метры, и те, наверное, слои населения, которые действительно нуждаются сейчас в этом. Но у нас сегодня остается неохвачен именно средний платежеспособный класс.
Вот это парадокс, если есть большая потребность казахстанцев в жилье. Я говорю о среднем классе сейчас. Имеют строительные мощности. Уже 65% строительных материалов выпускается отечественными производителями. А строительство не активизировалось. Я говорю, средний. Вот с кризиса вышли, проблему решили. Она дальше не идет. Почему? Что нам мешает? У нас сейчас есть одна из самых дорогих ипотечных кредитов в мире, которая доходит 14-16%. Но действительно, любая семья, обеспеченная, нормально, вот, живет двухкомнатной квартире, трехкомнатной, хочет расшириться, но у нее есть накопление, а он же не может одновременно квартиру купить за 100%, идти в банк 14-16%, через 10 лет мы посчитали, он 2 квартиры выдает, через 12-14%, 3 квартиры, стоимость 3 квартир, если 14-16% годовых будет. Действительно, все сейчас умеют считать после кризиса и не идут на это. Хотя есть накопление именно среднего класса. При этом доля Жилстройсбербанка не превышает 4%. Действительно, работа большая идет, но это все равно это касается маленького охвата. Есть же кредиты на ипотеку, если же кредит на ипотеку будет стоить хотя бы 6-8%, а в разных странах они вообще доходят до 2-3% для того, чтобы стимулировать всю эту отрасль, тогда средний класс реально сможет позволить себе комфортное, современное, комфортабельное жилье с красивой архитектурой. Вот этот большой пласт с нами не взят. Да, действительно, вот что такое есть жилье, да, потребление, это есть пирамида. Сверху это обеспеченные, середина, средний класс, да, у них есть 1 квартира, 2, допустим, квартиры там с семьей, вот, и нижний уровень людей, которые сейчас, которые охватывает жилищная программа. Эти вопросы мы поднимали и нашли понимание в правительстве, но здесь нужна динамика. Просим вас, господин президент, поддержать наше предложение, потому что мы не предлагаем каких-то дотаций строителям. Мы не предлагаем дотации строителям. Нам строителям дотации не нужны. Мы считаем, что более рыночными и менее затратными. По строительству жилья все программы приняты. Никакого дополнительного субсидирования не будет. Государству деньги нужны для других целей тоже. Все уже сделано. Жилстройсбережение есть, ипотека есть. По доступному жилью деньги выделены в объеме $1 миллиарда всем. Для молодых семей выделены. Вот работайте в рамках этого. Кого еще субсидировать? Мы касательно поддержать предложение, что сегодня помочь рынку недвижимости, сейчас, если можно будет, недорогих длинных денег для покупателей, не для строителей, для покупателей, для ипотечников. В мире 60-70% покупки делать за счет ипотеки. Допустим, человек живет в квартире, купил ипотеку, продал свою квартиру и переселился в большую квартиру. У него есть деньги, человек обеспеченный, семья, просто у него родились дети, да, и он хочет дальше. Если они дорогие, он не покупает. Если подешевле, он, конечно, купит следующую квартиру. Просим вас поддержать предложение. Если сегодня помочь рынку недвижимости, то завтра строительный рынок с лихвой вернет субсидии в виде налогов, занятость населения. Ведь строительная отрасль – это локомотив экономики, новые рабочие места, это производство отечественных строительных материалов, это новый уровень качества жизни казахстанцев. Все вышеизложенное предложение, конечно, нуждается в доработке, согласовании, но они актуальны и важны для отечественных предпринимателей. Многие не озвучены здесь тактические задачи, такие как подготовка кадров, сертификация, единая информационная площадка, мы уверены, решатся в рабочем порядке. В том числе, конечно, обеспечение прозрачности в тендерах, введение предквалификации системы апелляции. Сегодня в эпоху глобализации в рамках единого экономического пространства и в преддверии вступления в ВТО наш бизнес должен быть готов к конкуренции, без ежедневнических настроений и ожиданий. Времени у нас осталось мало, поэтому действительно надо быстро и согласованно. И в первую очередь нам самим, отечественным производителям. И очень здорово, что у нас есть возможность озвучить наше предложение напрямую вам, господин президент, елбасы. Большое спасибо. Назар Нурлановича, рахмет. Садись, спасибо. Предложение-то ты высказал. Вот все вы думаете, как будто здесь какие-то чужие деньги раздают. Это деньги государства, то бишь народа. Его надо рационально использовать там, где отдачу дает. Мы в Казахстане до сих пор не научились железному принципу рынка. Вложил $1, получи хотя бы $100 10 центов.
такой принцип корпоративный, государство так должно управляться, как корпорация. А вы все только просите. Максимально, что возможно, мы делаем. Кризис надвигается. Новая волна. Вы видите, что делается в Европе и в мире? Вот к чему надо готовиться. Еще есть вопросы какие-то, пожалуйста, любые, кто хотел бы сказать, спросить. Все начальство здесь есть. К любому можете обратиться, уникальный случай. Пожалуйста. Нет. Действительно нет, потому что все сделано уже. Работать надо, а не задавать вопросы. Значит, я выслушал, услышал все ваши вопросы. Они в целом нормальные, правительство будет рассматривать. Значит, несмотря на достигнутые успехи, то, что мы делаем, нам предстоит еще много дел. Первое. Институциональное усиление общественных организаций. Я все же хочу вернуться и поддержать вертикальную модель организации бизнеса, включающую обязательность членства в отраслевых ассоциациях объединений под эгидой Национальной экономической палаты Союза Тамекен. Это верная позиция. Согласны мы все? Согласны. Давайте. Все нюансы какие-то там, какое-то обременение для бизнеса есть или нет. Вот тогда нам будет легче правительству, государству с вами напрямую общаться через эту вашу организацию. Вы там можете обсудить все, вычленить самое главное, ставить вопросы и вместе с правительством решать. Давайте так будем делать. Да, Аблай? Для осуществления вам надо поработать. Второе. Усилить законодательную работу. Государство для выстраивания регуляторной системы постоянно совершенствует нормы. Мы об этом говорили. Однако, как оно влияет на государство, бизнес, потребителя, не всегда просчитывается. Поэтому надо создать централизованную систему публичного анализа регуляторного воздействия принимаемых норм, законов и инструментов регулирования экономики. Это опять надо было бы вместе с вами делать. Бизнес-сообщество должно помочь правительству проводить такой анализ. За и против. Надо установить запрет на принятие правовых норм без положительного заключения общественных организаций бизнеса вашего, когда принимаем законы. Опять же, сейчас вот мы говорим, стоим на пороге вступления в ВТО, единое экономическое пространство, а дальше 15-й год на носу союз экономический. И вот как вот здесь нам что-нибудь не пропустить, мы должны посмотреть с точки зрения конкретного бизнеса, как он на него повлияет. И где мы должны отстаивать свои позиции. Это важно. Третье. Государство готово передать часть функций регулирования, но при этом бизнес должен взять на себя ответственность за это принятие решений. И это бизнес должен доказать. Опять же, через единую организацию Атамекен, или как она будет называться. Уже осуществлена передача функций по подтверждению соответствия частными аккредитованными организациями, части контрольных функций саморегулируемым организациям. Правительству надо будет выработать предложение по дальнейшей передаче государственных функций, где это возможно. Четвертое. Наладить действенный диалог бизнеса с налоговыми, таможенными органами, а может и правоохранительными органами. Сегодня апелляция предпринимателей по налоговым таможенным спорам рассматривается самим комитетом Минфина. Так? В результате большинство недовольных вынесенными решениями налогоплательщиков обращаются в суды. Суды сегодня заявлены такими исками. Завалены. Надо проработать механизм урегулирования споров в досудебном порядке, о чем сегодня говорили. Для этого нужно создать коллегиальные органы по рассмотрению налоговых и таможенных апелляций. В них включить представителей компетентных ведомств,
общественных организаций, авторитетных, квалифицированных экспертов. Так? Все это у нас сейчас в правительстве курирует кто? Серик Нематович по бизнесу? Или Министерство экономики? У нас в целом рабочий орган Министерства экономики. Вот Министерство экономики все эти вопросы взять и состыковать бизнес с соответствующими органами. Кроме того, нужно на системной основе проводить работу по повышению налоговой культуры самих предпринимателей. Для этого правительство совместно с Атамекеном проработает вопрос создания института налоговых консультантов, повышения налоговой грамотности, в первую очередь начинающих предпринимателей. Надо учить людей. Конечно, мечта предпринимателя вообще, чтобы налогов никаких не было, или хотя бы красиво уйти от этих налогов. Задача Замешева – поймать его за руку или за какое-то место другое, когда он будет уходить. Что он успешно и делает. Пятое. Аналогично проработать вопрос создания апелляционной комиссии разрешения жалоб по закупкам. Надо четко проработать порядок проверки фактов сроков рассмотрения жалоб. Определить полномочия, ответственность комиссии, порядок взаимодействия с другими органами контроля. Она должна дополнять, но не дублировать функции существующих проверяющих органов. Это правильно, да? Правильно. Шестое. Для повышения предпринимательского потенциала нужно создать центры компетенции, так называются, повышающие уровень корпоративного управления на предприятиях. Ну, у нас есть пример корпоративного университета «Самруб-Казна». Можно будет посмотреть. В регионах этим должны заняться СПК и фонд ДАМО. К сожалению, у большинства предпринимателей нет элементарных планов развития бизнеса. Сегодня практически у 90% компаний нет даже маркетингового анализа. О какой конкурентоспособности в условиях глобализации можно говорить? Для оценки работы центральных государственных органов и акиматов уже предлагалось здесь ввести независимый рейтинг «Деловой климат». Его должны формировать Атамекен и другие общественные организации. Думаю, будет правильным активное участие в этой работе администрации президента. Задача повышения конкурентоспособности становится особенно актуальной в свете выступления Казахстана в единое экономическое пространство Всемирной торговой организации. Рейтинг Всемирного экономического форума убедительно показывает о необходимости комплексного совершенствования всей системы государственного регулирования и предпринимательской деятельности. В свою очередь и государству надо принципиально изменить свою работу. Часто поднимается вопрос о создании отдельного государственного органа по защите предпринимательства. Было такое у нас. По ненадобности мы его убрали. Не надо никакого органа. Все органы есть у вас. И вот Атамекен будет действенно работать, объединит всех бизнесменов и будет напрямую связан с заместителем премьера, курирующим эти вопросы, и будет эффективно решаться. И у нас есть же совет предпринимателей, да? Совет инвесторов отечественных при президенте осенью. Проведем его заседание. Еще раз обсудим все эти вопросы. Поэтому не надо, чуть проблемы возникают, советский принцип создавать новый орган, министерство, ведомство. Если надо, то Министерство экономического развития и торговли создайте комитет или заместителя, утвердите специального, который будет работать только с бизнесменами. Да. И они хотят, чтобы с одного окна было, с кем-то иметь дело. Самое главное, государственные органы должны сконцентрироваться на своей собственной задаче. Эта задача заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для развития бизнеса, продвижения его продукции на внутренних и внешних рынках. Это политическая огромная задача. Создать условия для нормальной работы. Конечно, в рамках закона, чтобы они действовали, работали. Конечно, чтобы и налоги платили, и дисциплина была, и все было. Но создать все условия.
Министры и акимы не должны увлекаться только отдельными проектами, как все любят докладывать. Вот сейчас будут докладывать по полугодию строительство дороги, завод пустили и так далее. Нужно последовательно заниматься интересами нашего бизнеса внутри страны и как продвинуть его за рубеж. Вот задача правительства, вот задача всех акимов. И вот когда мы вот рейтинг будем вести в области, идет поддержка бизнеса, развивается бизнес, объемы малого и среднего бизнеса растут, значит хорошо работает аким области. А какая у него другая задача? План выполнения по хлебу мы сегодня не спрашиваем, сколько чугуна отлили не спрашиваем, посевную кампанию, сколько отелилось коров не спрашиваем, они должны заниматься организаторской работой. А может быть нам надо в будущем посмотреть, чтобы налоги от малого бизнеса оставались на месте, хотя 50%, это будет стимул. Оставляем? Кстати, это вопрос тесно связанный с местным самоуправлением. Создал бизнес, получил налог, из этого налога остается в области для решения вопроса. Дорогие друзья, я заинтересованно занимаюсь развитием малого бизнеса, не потому, что мне это сильно нравится, мне нравится, правда, но потому, что такую экономику мы строим. Конечно, хорошо, что есть много у нас нефти, газа, металлов различных, цветных, черных. Это хорошо, это не беда. С другой стороны, это давит на развитие бизнеса, не дает развиваться. Там объемы в большом количестве растут, и здесь не может бизнес. Такие страны, как Германия, допустим, где нет таких ресурсов, такие страны, как Южная Корея, мы все хорошо знаем, нет ресурсов. Смотрите, как они живут. Я уже говорил, прошлый кризис в Европе легче всего пережила Германия. Я был с визитом, подробно интересовался этим делом. Потому что 85% экономики составляет малый бизнес. Малый, не средний даже. Они мобильные, они переориентироваться могут, и они рассыпаны по всем землям немецким. То есть вопрос устойчивости государства в будущем, даже политической устойчивости, заключается в развитии бизнеса. Человек, обладающий бизнесом своим, ему есть что терять. Ему есть за что поддерживать государственную политику, направленную на поддержку дела, бизнеса. В конце концов, это занятость людей. Мы привыкли в больших заводах работать, 20-30 тысяч человек. Мы привыкли гиганты строить. Ушло это все. Настает новая эра. Новая эра ставит очень большие задачи. Это не сегодняшнее совещание, разговор, но я о нем буду говорить. Мы должны учитывать, дай Бог, чтобы не было, приближающегося огромной второй волны кризиса, которая будет не в финансовом секторе, заденет реальное производство. С какой стороны оно придет, мы, конечно, готовимся, думаем об этом. Если так пойдет дело в Европе, значит, снижение производства повсюду, снижение производства приведет к потреблению энергоресурсов наших, которые мы продаем, и придется решать очень огромные вопросы. Это одна сторона проблемы. Приближается третья промышленная революция. Незаметно в таких кризисах, в таких переломах рождается новый уклад экономики. Новый уклад. 5-й, 6-й, как его хотите. Уже создают изделия, которые превышают наши вообще мыслимые понятия, которые мы размышляем. Например, Бразилия создал самолет Embraer, который проектировал 3D компьютерным способом, ни одного ватмана, чертежа не было. Сидят 3 парня-программиста, и потом процессорные материалы совсем другие, прочнее железа, прочнее алюминия. И этот металл, и роботы собирают этот самолет. Все. Всякие профессии, которые были у нас, они уничтожились. И этот самолет, который делался 10 лет, делается за год и 8 месяцев. Вот куда двигается экономика. Что тогда мы будем делать? То есть перешагивается совершенно на другую ступень
экономическое развитие мира. И мы являемся частью этого мира. Мы говорим о конкуренции, вот сейчас единое экономическое пространство, здесь, тут. А вот к чему надо готовиться. Совершенно другому качеству. Я говорю о малом бизнесе. Вообще производство идет в семью, домой, как это было когда-то. Там будет производиться все. Но, конечно, на другом уровне, не как в Среднем веке. То есть вот малые предприятия, когда по твоему размеру сапог будут шить, и шляпу тебе, и костюм, только индивидуально. Вот куда дело движется. И высокого качества. Думайте об этом. И это придет очень скоро. Мы даже не заметим. И тогда опять окажемся на обочине порядка. Еще хотел сказать, что бизнес, эффективное регулирование развития бизнеса позволяет равноправным партнерам с взаимоотношением государства. Мы говорили, однако перезагрузка отношений бизнеса и государства должна обязательно сопровождаться повышением статуса потребителя. Оценка потребителя, будь то внутреннюю и внешнюю, должна стать наивысшим критерием совместной работы государства и бизнеса. В этих целях нам надо реализовать следующее. Первое. Основным показателем работы государственных органов в этом плане должна быть безопасность граждан, прежде всего. В случае отравления, обмана, аварии и других неприятных всех вещей, вот здесь регулирование государства будет обязательно. Должна быть реализована международная практика привлечения к ответственности чиновников за ущерб, нанесенный потребителям, действиями предпринимателей, получивших разрешение регулирующих органов устанавливать порядки норм. Это понятно, да? Этому не надо сопротивляться, так будут делаться строго, и все наши товары, когда мы будем переходить нашу границу, еще жестче будут проверяться. Так что учитесь внутри нормально товары делать. Второе. Нужно повысить ответственность предпринимателей за нарушения, повлекшие для потребителя какой-то ущерб. Третье. Информированность потребителя в качестве безопасности продукции. Размещать на своих ведомственных сайтах информацию о проведенных проверках на предмет безопасности граждан и их результатов. Вот посмотрите, например, Роспотребнадзор есть такой, да? Как он строго работает, смотрите. Как активно работает, привлекает общественность, средства массовой информации к этому делу. И никто ничего не говорит. Четвертое. Усилить общественные организации защиты прав потребителей. У нас они есть. То есть эти меры должны нам помочь правильно выстроить треугольник интересов потребитель, бизнес и государство. Поручаю правительству, когда до 1 октября достаточно, да, совместно с бизнес-сообществом, обществом защиты прав потребителей проработать каждый из этих вопросов и предоставить мне отчет. А по долгосрочным вопросам дорожные карты. Также поручаю проработать, внести проект комплексной концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года вместе с Атамекеном. Она должна быть скоординирована и содержательно с близкими реформами технического регулирования административной системы. Результаты всей этой работы давайте мы обсудим на Совете предпринимателей отечественных в 4 квартале этого года. Совет работает при президенте, как вы знаете. Осталось что-то еще, что мы не обсудили? Понятно? По всем поднятым вопросам аппарат президента и правительства посмотрите, что еще можно сделать. По-моему, скоро у вас вопросов никаких не будет. Мы будем вам задавать вопросы. Все вопросы уже решили. Теперь вот остаются совсем другие вопросы. Дайте нам возможность, дайте денег, дайте это. Понятно? Давайте на этом закончим. Совещание закрыто. Спасибо. Желаю успехов.